Эти кадры выложили в интернет посетители курорта Свияжские холмы. Огромная очередь образовалась у входа на подъемник. А это уже Казань. Кремлевская набережная. И здесь тоже пробки, правда, на каток. Можно прийти, покататься на коньках, но сначала выстоять эту очередь. Наплыва туристов в Казани ждали, готовились по всем направлениям. В излюбленном парке Черное озеро к праздникам даже открыли новое здание проката коньков. Но и это не избавило туристов, да и самих казанцев от неудобств. На часах еще только 13:30, а за коньками в прокат уже выстраивается очередь не меньше 30 человек. Что здесь будет в час пик вечером, когда стемнеет и загорится иллюминация, догадаться совсем нетрудно. Как видим, очередь образовалась из-за того, что в пункт проката пускают не всех, как это было раньше, а определенное количество человек. И это соблюдение антиковидных правил. Под вечер у нас очередь достигает до середины катка. То, что мы спускаем определенное количество людей, связанных с коронавирусом. И поэтому люди некоторые возмущаются. Мы это, конечно, понимаем, но с этим ничего не поделать не можем. Пробки, но уже из машин, образовались и в другом излюбленном казанцами месте отдыха на озере Лебяжье. Парковка для отдыхающих не маленькая, но даже здесь с местами сейчас очень напряженно. К вечеру вообще здесь вчера было, конечно, очень много народу, как, я не знаю, как праздник какой-то. Наверное, на елке, на центральной чаше, наверное, столько народу нет, как сегодня. Вчера было здесь. Машин негде поставить, но теперь уж будем стараться пораньше приезжать. В кафе и ресторанах в эти дни тоже наплыв клиентов, но не у всех с первой попытки получается отыскать свободный столик. На улице Баумана не смогли попасть ни в один ресторан. Нету столиков, надо либо бронировать заранее, либо ждать, вот стоять. И такая ситуация не только в небольших барах и кафе, но и в солидных ресторанах. Наплыв очень большой, потому что у нас поток идет гостей с 12 часов дня. Брони по 3 раза приходят, столы, оборачиваемость столов. Гостей очень много с Петербурга, с Москвы, с Краснодара, с Ростов-на-Дону. Мы ведем лист ожидания. У нас гости по 1,5 часа, бывает, гуляют возле ресторана. Мы потом им звоним, говорим, столик освободилось, пожалуйста, приходите. По опросам горожан и гостей столицы, несмотря на очереди и некоторые неудобства, плюсов новогоднего отдыха в Татарстане все же больше. Народ очень приветливый здесь, готовы помочь в любом случае и подсказать. Такси, локации тоже устраивают. Единственное, только дороги немножко завалило снегом, поэтому немножко неудобно. Юлия Гоглева, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.